Перший спікер уряду. Ваші 15 хвилин. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я думаю, кому-то не хочется, чтобы вы говорили громче и топали. Начнем с дефиниции. Дефиниция клеветы. Что? А тема какая? Ладно, сначала дубль 2. Класс. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы сегодня играем в резолюцию. Эта палата криминализирует клевету. Какая дефиниция клеветы? Клевета – это порочащая информация или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию. Какая ценность для нас сегодня? Почему мы хотим ввести этот законопроект? Мы хотим ввести этот законопроект с целью поддержания определенной справедливости в нашем обществе при защите чести и достоинства и деловой репутации наших граждан. Относительно механизма мы не будем сильно детализироваться, просто мы вводим уголовную ответственность за клевету. Для нас наиболее важно именно сам факт существования уголовной, а не какой-либо другой ответственности за такое противоправное действие, как клевета, и мы объясним в наших аргументах, почему это необходимо. И первый наш аргумент – честь и достоинство являются одними из важнейших атрибутов нашего современного гражданского общества. Почему это является важным? Потому что на сегодняшний день мы живем в эпоху информационных технологий. Информация распространяется очень быстро. И на сегодняшний день информация является точно таким же оружием, как холодное оружие или огнестрельное оружие, поскольку она может привести к негативным последствиям, точно так же, как и обычное огнестрельное оружие. Да, возможно, наши оппоненты могут возразить, что подождите, информация же не убивает, это же не распространение клеветы, это же не убийство. Но в силу того, что важности информации для нашего общества, в силу развития информационных технологий, распространение клеветы может принести точно такой же вред, как и убийство. Почему? Потому что, убивая человека, мы выбиваем члена нашего общества. Точно так же, распространяя порочащую деловую репутацию, порочащую честь и достоинство данного человека сведения, мы можем изолировать его от этого общества в силу негативной реакции на члена общества. Это может привести к определенному стрессу для этого человека, в результате чего он, возможно, больше никогда не сможет вернуться в это общество. Почему это так? Потому что распространение плохой информации, негативной информации, неправдивой людьми воспринимается намного легче. Да, возможно, оппозиция может сказать, клевету можно всегда опровергнуть, но, к сожалению, опровержение клеветы – это более сложный для восприятия людьми граждан, поскольку какая-то негативная новость, какая-то негативная утка о личной жизни человека, она намного быстрее распространяется и воспринимается гражданами, и намного тяжелее потом эту информацию опровергнуть. Мы хорошо знаем нашу коллективную поговорку «Слово не воробей, вылетит не поймаешь». И в связи с этим мы считаем, что защита чести и достоинства наших граждан в современном обществе является таким же важным, как защита жизни и здоровья наших граждан. И в связи с этим выплывает наш